Поддерживаем мототуристов как можем. Ну, собственно говоря, я думаю, что это красит нашу республику. У нас есть отделение даже в Австралии, на Филиппинах есть отделение, то есть и насчитывает более 3000 человек. Сразу скажу, вы не вступите. У нас чисто патриархальное общество. Копылов Виктор, президент якутского отделения мотоклуба «Ночные волки». Я работаю в научной сфере, в Институте проблем нефти и газа, занимаюсь, как ни странно, дорожно-строительными материалами. Да, то есть ведем разработку, внедрение, поиск каких-то новых решений для наших суровых климатических условий. Я бы даже сказал, что это уже не хобби, это уже что-то большее. Попал я туда, скажем так, познакомившись с ребятами, проникнувшись идеей мотоклуба. Вот. Но с течением времени, в связи с тем, что прошлый президент отделения уехал на постоянное место жительства в другой регион, ну, было принято решение, коллегиально, скажем так, было принято решение об избрании меня президентом. Вот. Но это не говорит, скажем так, ни о чем таком. Это я первый среди равных, что называется. То есть полная демократия. Ну, направлений деятельности достаточно много. Например, в якутском отделении, ну, основная, скажем так, наша направленность – это работа с молодежью, это и дети, там, в школы мы ходим, проводим какие-то лекции, семинары там, по безопасности дорожного движения, по управлению. В конце концов, сейчас мототехника достаточно развита и доступна. И зачастую школьники, даже не имея водительских удостоверений, садятся там на эти мопеды и, ну, к сожалению, попадают в неприятные ситуации. Вот. Мы ходим, рассказываем, как нужно делать, как не нужно делать. Вот. Потом это работа с детскими домами, то есть мы плотно сотрудничаем с детским домом «Берегиня». Вот. Ездим к ним и на мотоциклах их катаем, показываем, рассказываем, летом на даче там к ним приезжаем. Ну, то есть такая интересная, детям интересно всегда увидеть технику. Вот. Кроме этого, мы активно занимаемся развитием мототуризма в нашей республике. То есть с 2016 года при поддержке тогда еще мэра города Якутска Айсена Сергеевича был открыт мотоцентр в городе Якутске, нам выделили помещение. Вот, мы открыли мотоцентр, куда абсолютно любой желающий, помимо того, что мотоциклист города Якутска может приехать, там, починить мотоцикл, попросить какого-то совета, в конце концов просто чаю попить с нами, посидеть, поболтать. Вот. А помимо этого мы принимаем туристов, гостей со всего света. Летом к нам приезжают отовсюду. Если раньше Якутск, это, скажем так, была такая для мотоциклистов, мототуристов черная точка на карте, практически не существовала. Ну, потому что, сами знаете, дорога идет в Магадан. Все, как правило, едут в Магадан. Чего им сюда переезжать там, на переправу, это время тратить, больше 3 часов туда-сюда. Вот. И туристы просто приезжали мимо. Но с тех пор, как открылся наш мотоцентр, большая часть ребят заезжает сюда, здесь есть где на совершенно безвозмездной основе приехать, помыться, в конце концов, с дороги, там, постирать свои вещи, подремонтировать свой мотоцикл, потому что, ну, дорога не самая простая. Причем у нас уже есть неоднократные случаи, когда ребята после того, как приезжали там на мотоциклах, или потом прилетают на самолете, или на машине приезжают. Один товарищ у нас с Красноярска вообще приехал сюда на мотоцикле, оставил свой мотоцикл, говорит: парни, катайтесь, я в следующем году приеду, еще раз с вами тут покатаюсь. Ну, на следующий год он приехал, покатался и уехал дальше. Ну, то есть вот такие вот истории. Ну, на самом деле я
Россию проехал, ну, практически все. На мотоцикле, разве что, не знаю, ну, в Магадан я еще не ездил. Во Владивосток я еще не доехал своим ходом. Вот. Но самое дальнее мое путешествие это было с Якутска до Севастополя. Туда-сюда у меня вышла дорога в 25 тысяч километров, ну и 2 месяца путешествия. Когда ты едешь на машине, у меня один товарищ так вот сравнение привел, очень хорошее. Когда ты едешь на машине, ты как будто смотришь кинофильм. Сидишь в кинотеатре, смотришь фильм. А когда ты едешь на мотоцикле, ты главный герой этого фильма. Едешь на мотоцикле, меняются пейзажи, меняются запахи. Здесь косят траву, пахнет сеном. Тут проехал, тут клубникой запахло, там земляникой запахло, тут цветами запахло. Но это же ни с чем не сравнимое, не передаваемое. И вот ни за что в жизни, ни на что не променяю путешествие именно на мотоцикле. Потому что ты наедине с своим мотоциклом. Там, грохочущий он, там, не грохочущий, работающий мотор, там, больше 100 сил лошадиных на заднем колесе. Он едет, везет тебя по шикарным дорогам. У нас, кстати, очень хорошие дороги в России. Как бы это ни странно было, все там хают их, ругают, но дороги у нас очень хорошие. И очень большие тенденции в положительную сторону. То есть дороги строятся, действительно. Вот первый раз я в 2014 году ездил. В этом году я ездил на космодром Восточный. Ну, даже наша дорога Лена преобразилась, ну, просто несравненно. Да, сейчас с этим абсолютно проще. То есть, если в 2014 году я брал с собой спальник, палатку, там, котелки и так далее, и все это мне нужно было, потому что действительно я этим пользовался, то сейчас я уже беру спальник только вот чтобы он был, все. Ни котелков, ничего с собой не беру, потому что везде есть где покушать, везде есть где заночевать, абсолютно. В нашем клубе только мужчины, вот. Но есть женский мотоклуб, который, скажем так, рядом с нами всегда, это «Ночные Валькирии». Вот. Там только девчонки катают, вот. Так что у вас тоже есть шанс попасть, открыть в Якутске. Кстати, в Якутске еще нет отделения «Ночных Валькирий», хотя девчонки катаются очень активно, молодцы. Вот. Но, естественно, да, в первую очередь должен быть у человека мотоцикл. Мотоцикл, ну, есть у нас определенные там требования, то есть на Минский там не вступишь, потому что, ну, объем не тот. Да, то есть объем мотоцикла должен быть не менее 400 кубов. Но на самом деле на сегодняшний день там японские мотоциклы 400-ки это самые распространенные, то есть на это уже практически никто и не смотрит. Вот. Ну и первое, наверное, и самое основное правило, это человек должен быть хорошим. То есть абсолютно любого человека с улицы, понятное дело, что мы к себе в семью, а кроме как семью это я назвать не могу, мы, конечно же, не возьмем. Поэтому у нас есть определенные этапы, скажем так, вступления даже. Мы с человеком должны сначала, ну, как минимум, поездить, посмотреть, как он себя ведет в дороге, как он себя ведет в разных ситуациях. Вот. Ну и потом уже, опять-таки, принимается решение коллективно. Скажем так, можно купить и за 50 тысяч рублей мотоцикл, но это будет 2 колеса, там рама, в который еще нужно будет вложить еще 150. Вот. Но в среднем, там, не знаю, вот 100-150 тысяч, наверное, где-то так. Вообще в клубе есть своя иерархия. То есть, когда ты приходишь, вот скажем, ну, жилет – это отличительная черта клубного мотоциклиста, это как его паспорт. По жилету сразу все видно, в каком клубе, в какой должности. Вот. Соответственно, вот все вот эти нашивки, они выдаются не разом. Это достаточно долгий путь. У меня этот путь занял 7 лет. Вот, до текущего, скажем так, до текущих нашивок на моем жилете. Одна из самых
таких отличительных черт. Как узнать мотоциклиста, который ездит, а который не ездит? Как вы думаете? По состоянию жилета можно понять. Вот он у меня когда новенький был, он был такой черный, блестящий, красивый. Но сейчас немножко подзатерся и нашивочки грязные. Но это не потому, что я неаккуратный, а потому что, ну, так принято. Жилет не стирают, его не чистят, не наглаживают. Вот. И чем он подзатертее, тем, скажем так, это, ну, показатель того, что человек не просто этот жилет в гараже, там он висит, он его одел раз в пятилетку и вышел в нем. А действительно, что человек ездит. Нет, он не обязательный. Есть у нас ребята без позывного. Позывное или дорожное имя. Но его нельзя себе придумать, оно приклеивается к тебе. То есть вот просто в дороге иногда вот взял, что называется, и приклеилось. Ну, начинал я с японского мотоцикла Yamaha Virago 400 кубов. Смотрелся я на нем как, не знаю, медведь на велосипеде, потому что он такой очень небольшой. Вот, но это самый кайфовый мотоцикл, это самый первый мотоцикл. Вот, потом у меня был Suzuki достаточно долгое время. На нем я как раз съездил, первый самый раз съездил в дальняк, ездил до Байкала с женой. Вот в 2018 году ездил в Севастополь на нем. В прошлом году у меня был BMW. Чуть-чуть покатался на BMW. Там с Новосибирска доехал до Белгорода. Волею судеб вынужден был его там оставить. Вот. А в этом году купил себе Харлея. Может быть, дорос, не знаю, но такая тоже достаточно интересная техника. Решила, почему бы не попробовать. Купить мотоцикл и пробовать ездить на нем. В конце концов, один раз живем. Ну и самое главное, конечно же, это не гонять в городе. Город не место для гонок. К сожалению, очень много случаев травматизма именно в населенном пункте. Вот. Ну и основное правило: при движении в городе тебя никто не видит. Тебе никто ничего не должен. Даже если по правилам тебе обязаны уступить, тебе никто ничего не должен. Потому что правило 3D всегда работает: дай дорогу дураку.